Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне, хай і троху неўзвыклы для нас дзень і час, але тым не менш прытрымліваемся рэгулярнасці пэўнай у нашых сустрэчах з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Уладзімірам Жыгарам. Прывітанне, Уладзімір. Добрый дзень. Ад пачатку нашага стрыма пакуль не засыпаў нас інфармацыяй і аналізам пад глыбамі якой мы тут, можа быть, нават разгубімся і забудем это сказаць, таму адразу заходзьце і подписывайтеся на YouTube канал Белпола, на яго сацыяльныя сеткі, усе расследаванні, уся інфармацыя, якую яны выкладаюць у публічную прастору, безумоўна, найперш з'яўляецца там на іх пляцоўках, а потым спадар Владимир прыходзіць да нас, каб больш падрабязна пра гэта ўсё расказаць. Але калі ласка, спасылочка на YouTube каналы сацыяльныя сеткі Белпола ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. Заходзьце, подписывайтеся, подпісаўшыся перад гэтым на YouTube канал Еврорады, калі для вас гэта бяспечна. Ну і яшчэ раз нагадаю, што мы сёння цягам дня праводзім такую акцыю за лепшае, вострае і самае такое насычанае пытанне да нашых экспертаў. У якасці узнагароды будзе вось гэтая кніга. Выдавецтва Гутенберг нам яго прадставіла. Гэта Евген Анашкін, «Норадреналін», такая антыутопія і псіхалагічны трылер у адным з аўтографам аўтара, нагадаю, ёсць все. Так что, калі ласка, пішыце каментары. Заўтра мы агучым пераможцу і дамовімся, як перадаць гэтую кнігу. Ну што ж, пачнем. Слушайте, а давайте пачнем, может быть, трошечку с гісторыі, уже можно сказать, потому что мы с вами не узгадывали конференцию «Новая Беларусь», на якой вы брали удзел у якой, але тым не менш, вы так досыць пазітыўна, у адрозненні ад усіх шмат каго іншых, выказваліся про сёлетнюю, прынамсі, конференцию. Но мне спадабалася і леташняя, дзе вы там сышліся у дэбатах з Лизой Прокопчик, был и с Кравцовым так само. То весело было. Показательное там было. Да, весело там было. Але чым гэтая конференция до гэтага часу вас не отпускае? Не, я скажу, что вот эта конференция, наверное, по сравнению с предыдущей, как минимум с предыдущей, было очень много людей, причем людей, которые, я думал, уже как бы несколько лет так чуть-чуть больше отошли от повестки. Было много людей, которые не так давно были освобождены. Было много разных разговоров, было, безусловно, интересное мнение. Успели мы там пересекаться с разными людьми, была хорошая, то есть нетворкинг, то есть было много представителей дипломатических миссий. Поэтому, ну, во всяком случае, если брать, наверное, вот с предыдущей, то это было, как по мне, лучше. И как-то после нее вот чувство того, что ничего не скатывается, то есть вниз, нету. То есть здесь, наоборот, какое-то именно позитивное такое ощущение осталось. Шмат выказвалі прэтэнзій, што сабралі ізноўку толькі сваіх, толькі лаяльных да офіса, да кабінета, да Ціхановскай і гэтак далей. Маўляў, апанентаў альбо крытыкаў не запрасілі, не пусцілі. Тым не менш, я цікавіўся, і, як высветлілася, былі скіраваныя запрашэнні і апанентам, і крытыкам, і там пачынаючы ад Касцюговай, якой нават прапаноўвалі браць удзел у дэбатах, і працягваючы там іншымі там людзьмі кшталту Зянона Станіславовича альбо Цыпкал, а яны адмовіліся. Ну, той, хто рваўся, а яго не акрэдытавалі, гэта Петрухін. Ну да. Ну, дарэчы, вось гэтая сітуацыя, калі чалавека не пускаюць, наколькі это нормально, ну, потом выйшаў, ну, і здымаў усё каля уваходу. Ну, во-первых, там, если не ошибаюсь, по Петрухину год назад появились вопросы, когда была конференция диаспор, и он тихоря снимал.
А если, снимал там какое-то мероприятие было, и это было, в общем-то, делать запрещено. Поэтому, в общем-то, это, я думаю, вполне обосновано. Ну, а в целом, давайте про Петрухина меньше, потому что, когда я тут недавно почитал его заявление про Миленкевича на день похорон, то есть этот человек вообще недостоин того, чтобы о нем как-то говорили. Добра, давайте мы пра іншае. Шмат таксама абмеркаванняў выклікала вяртанне Віктара Бабарыкі ў публічнае поле, у інфармацыйнае поле, прычым са сваёй ініцыятывай, з пэўнай такой мягкай, скажем так, крытыкай можа быць на адрас Дэмсілаў. Ну як крытыка? Ён задаў пытанне такое: што вы зрабілі за 6 гадоў? І потым, дарэчы, Ірына Сідорская па яе ініцыятыве у нас в эфіры зрабіла как бы такі аналіз дзеянняў, заяваў і ввогуле паступкаў Віктара Бабарыкі, што выклікала вялікі рэзананс. Там яе абвінавацілі і ў маніпуляцыях, і ў нападках. Нават там было такое: ад офіса паступіў загад забіць Бабарыку. Ваши ўражанні ад яго словаў, яго ідэяў? Ну, я послушал, да, я как раз очень внимательно слушал то, что говорилось на той панели. Ну, что здесь можно сказать? Человек абсолютно до сих пор не понимает, что происходит и что было. То есть это человек, который, его идеи, например, я и там мои коллеги, мы не разделяем. Его подходы, его видение всей этой ситуации, оно такое очень... оно в какой-то мере, например, оно там удобно системе, поэтому что-то тут добавить дополнительно. Я ничего нового, то есть этот человек не стал там для меня там условно лучше там, или хуже. Я услышал то, что я и так прекрасно понимал, и с чем он шел в 2020 году. В принципе, мы здесь увидели то же самое, только немножечко в другой такой обертке. Так, калі ласка, пішыце свае цікавыя пытанні, фармулюйце іх самі, а не спадзявайцеся, што прыйдзе вожык-патрыёт і задаць гэтае пытанне. Дарэчы, звярнаю увагу, што вось ужо другі у нас стрым ідзе, а вожыка-патрыёта ў каментарах няма, так што карыстайцеся момантам, пішыце свае цікавыя пытанні, атрымаеце кнігу ў падарунак. Я праз да іншай тэмы, але можа быць праз ізноў-такі сітуацыю вакол канферэнцыі Новай Беларусі з іншага аспекту. Напярэдадні у Варшаву прыехала Ганна Труханович-Канапацкая, якая падала, нібыта па яе словах, заяву ў паліцыю аб інфармацыю пра намер правесці мітынг ля будынку, дзе праходзіла канферэнцыя Новая з Беларусі, і напісала ў сябе ў сацыяльных сетках, што, маўляюся, беларусы, прыходзьце, накідайце ў панамку вось гэтым вот офіснікам і усім, хто там будзе збірацца, а потым зрабіце фото-відэафіксацыю сваіх накідванняў і с этой фото-відэафіксацыяй да нас у камісію па вяртанні, сказала Ганна Канапацкая ў дужках Труханович, ці наадварот, і, махнуўшы ручкай са словамі: «Ну, а я поехала далей», сваліла з Варшавы. І вельмі цікавая сітуацыя. Шмат хто задаваў пытанні: а як это так, што гэты чалавек робіць у Варшаве, якім чынам ён прыехаў, якім чынам атрымаў візу. Візу атрымаць можна праз іншыя краіны: Італія, Венгрыя, Румынія і гэтак далей, калі не Польша, і прыехаць. Але тут мы прыходзім да пытання агентуры. І агентуры ў шырокім сэнсе. Я зараз звяртаюся да расследавання, якое зрабіла Белпол пра шпіёнскую сетку у дыпламатычных прадстаўніцтвах рэжыма Лукашэнкі за мяжой, прычым нават у краінах дальняй дугі, дзе здавалася б, што, які мэта, цікавасць і гэтак далей. Давайте пра гэта расследаванне, таму што яно з двух частак, і я так разумею, што может быть, это и не кончатковое еще. Это еще не финал. Это,
Ну, во-первых, мы, когда показали первый материал, это вызвало достаточно такой хороший резонанс внутри Беларуси. Нам приходили разные, скажем так, разная информация. Безусловно, мы работали дальше. Это очень такая была тяжелая, кропотливая работа, чтобы всех установить и все это показать, и показать, как это вообще работает с точки зрения системы, которую построил Лукашенко. То есть вопрос не только, например, в недружественных странах, но даже те, которые в общем-то кажутся, да, дружественными, все равно там присутствуют и в достаточном количестве различного рода шпионные системы, потому что даже если какая-то из стран там является дружественной режиму, это не значит, что там не должны быть люди, которые, ну, в целом, они в какой-то мере отражают либо контролируют интересы того же самого Лукашенко, либо его клана, там, семьи, как угодно называйте, в той или иной стране. Поэтому там дружественно-недружественно разницы нет. Эти люди по принципу, по логике режима должны быть. Они выполняют там определенную работу. Мы их показали. Безусловно, это еще, как я уже сказал, это не конец, будет еще. И это, скажем так, эта вся информация была уже, естественно, если говорить про западные страны, то передана нашим партнерам для того, чтобы они прекрасно понимали, кто может находиться, кто находился. Мало ли они там находились, условно, в какой-то там оперативной разработке местных различных государственных органов. Поэтому вот вам информация. Если вам нужно что-то дополнительное, то, безусловно, обращайтесь. У нас есть еще чем поделиться. Ну вот, калі перадаў Белпол інфармацыю пра тое, што якія заводы ў Беларусі працуюць на расійскай ВПК, якая там дзе што лагістыка, якія там яшчэ што будуецца ваеннага накірунку на тэрыторыю Беларусі, то прыйшлі абвінавацілі Белпол і Жыгара ў здрадзе. Хто? А зараз яшчэ большая здрада. Перадалі інфармацыю пра агентов, Джеймс Бондов лукашенковских. Да. Кто поднял? Кто об этом говорил? Говорили люди, которые, в принципе, всем хорошо известны, и всем известны их подходы. Их подходы типа «пока кризис, пускай будет Лукашенко». Поэтому мнение этих людей нам абсолютно безразлично. То есть абсолютно. Это не те люди, которые могут, там, не знаю, которые могут прислушиваться по вопросам безопасности, по вопросам, допустим, милитаризации той же самой Беларуси. Все наши заявления, все наши материалы базируются на документах, все-таки на опыте, который мы получили, который у нас был в Беларуси, который мы получили уже после, когда проходили стажировки в США, и в Маршалл-центре, Европейском институте безопасности. И в связи с этим, что они там считают, понятно, это очень неудобная правда, скажем так, сильно неудобная правда, но от этого она же не становится меньше правдой. Поэтому вот, да, есть такие люди, когда происходят какие-то диверсии, когда происходят какие-то проблемы. Это, если с этим связана Беларусь, это не может быть просто так. Вот люди, которые, в общем-то, могут быть причастны, могли быть причастны к различного рода каким-то действиям в прошлом, либо могут иметь отношение к настоящему. Европейские страны, та же самая Украина, должны знать о таких людях, потому что эти люди, они преследуют цель, которая, в общем-то, то есть такую стратегическую, которая заложена Минском и Москвой. Владимир, ўсё ж таки давно не сакрэт, что скажем, агенты дзейнічаюць пад прыкрыццём дыпламатычных прадстаўніцтваў. Іх накіроўваюць як дыпламатаў, і гэта робіць і Расія, і ЗША, і Брытанія, і Кітай, і ўсё, што хто заўгодна. Все гэтым карыстаюцца. Таму, безумоўна, і лукашэнкаўскі рэжым не нейкі неофіт у гэтай справе. То что дивного у самой этой информации? Здесь вопрос не какого-то чего-то такого, что мы раскрыли какую-то великую тайну. Мы показали этих людей. Потому что вы не можете показать этих людей, например, представителей США
То бок мы знаем, что есть, но кто конкретно... Это понятно, это обычная работа спецслужб того или иного государства. Но мы показываем этих людей конкретно. Вот их можно увидеть. И нужно понимать, что режим Лукашенко — это преступный режим. Это тот режим, который угрожает не только белорусам внутри. Из-за этого режима в том числе началась война. И этот же режим угрожает странам НАТО. Поэтому здесь... Эти люди не работают. Вот в чем проблема, когда мы говорим там про американцев, либо там про другие страны. Те люди работают в интересах своего государства. И эти люди работают в интересах Лукашенко, это в лучшем случае, а в худшем вообще в интересах Кремля. Они не защищают и не представляют интересы Республики Беларусь. Они делают все для того, чтобы вот условно та система, которая есть в Беларуси, сохранялась, при этом всем еще, естественно, имея серьезные связи, как мы показали вот в этом материале, серьезные связи с Россией. Вожык патрыёт вот узгаданы з'явіўся ўсё ж таки ў каментарах і піша: Зміцер вось жартачкі жартуе, а мне ўжо ў каментарах кажуць, што я вам і кірую. Ну а шо ж, лялькавод вось такім. Дарэчы, пра лялькаводаў. Ці сапраўды тыя ж шпіёны, якіх напраўляюць у беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтва, гэта тыя людзі, якія працуюць выключна на лукашэнкаўскі рэжым. Ўсё ж таки сувязі і супраца шчыльная з пуцінскімі спецслужбамі, ці не больш туды яны працуюць. Вот в этом и есть проблема, что вот эта черта, где ты якобы белорусский представитель, но она вообще очень серьезно размыта, и в том числе она размыта из-за того, какая система и какая, ну, скажем так, подчиненность существует, то есть Лукашенко-Путин. Поэтому выполняют ли они работу в интересах, скажем так, системы? Безусловно, но если есть необходимость задействовать их, например, с той же самой там, стороны России, то есть как-то какие-то команды оттуда приходят через Беларусь, но все-таки инициатором того или иного запроса является условно Москва, они это будут делать. И повторюсь, поэтому, когда мы их показываем, у нас вообще нет никаких там условно там терзаний, да, что ох, мы показали. Потому что если, понятно, другие представители спецслужб при других посольствах, в других странах, они работают в интересах своих государств, то здесь люди работают в интересах Лукашенко и Кремля. И поэтому здесь стесняться их показывать, пускай тот, кто считает, что это плохо, пишет нам, мы обязательно это все зафиксируем. И потом расскажем, кто ж из известных белорусов считает, что это плохо. Да, ну, дарэчы, а вот вы сказали, что есть уже пэўная там реакция из Беларуси. Якая гэта реакция? Ну, то бок, вот вы вскрыли, фактично засветили агентуру. Их массово начали откликать посольство. Это проблема, потому что даже если кто-то из них уже, например, был когда-то, то есть находился, например, в какой-то стране, и после этого, например, он вернулся в Беларусь, и у системы были, например, мысли о том, чтобы направить его еще куда-то, то сейчас это проблема, потому что этот человек официально подсвечен. И куда бы ты его ни направил, могут возникнуть вопросы. Даже если это будет направление, например, даже в дружественную страну. Они все друзья, скажем так, до поры до времени и до определенных, там, скажем так, обстоятельств. Никто не хочет, чтобы... Понятно, когда приезжает военный атташе, он получает аккредитацию от профильных служб, и все знают, что, это человек при погонах. А когда человек приезжает там, каким-то там третьим секретарем, отвечающим за культуру, и, в общем, так как бы он вроде бы как и не при погонах, но по-настоящему он таковой. То есть даже если эта страна дружественная, она не хочет, чтобы такой человек, например, бесконтрольно находился на территории страны. А вы ж перадалі эту інфармацыю заходнім краінам таксама ў тым ліку. Была якая-нибудь адтуль ужо рэакцыя, там, пачынаючы ад таго, што там обана, а мы про гэтага нават подумать не могли, и заканчиваючи тем, что да, вот завтра этот уже пошел на выход. Если вспомнить ситуацию первого материала и ситуацию годичной давности с Чехией, там, где определенные люди, якобы не имеющие отношения к белорусским спецслужбам, покинули страну, ставшей персоной нон-грата, то
Да, безусловно, своего рода реакция есть. Пытанне агентуры выклікала досыць вялікую цікавасць у наших гледачоў. Тумораў піша: як гость мяркуе, тое, што Белпол падпарадкоўваецца законам краінаў, дзе яны дзейнічаюць, абмяжоўвае іх магчымасці. Ці сапраўдная нацыянальная спецслужба можа дзейнічаць у эміграцыі? Нет, увы, нет. Потому что любая деятельность такого рода, то есть оперативная деятельность, она в странах пребывания, ну, она практически невозможна. Потому что есть законы, есть органы, которые имеют право на проведение такого рода деятельности, и, увы, там, будь ты там, не знаю, там, неважно твоя форма, то есть юридическая форма, будь ты там спулка, либо там фундация, ты не можешь осуществлять такую деятельность. И плюс еще, безусловно, есть такой нюанс, который связан с системой как бы управления вообще, там, например, демократических сил, в принципе. То есть это нет какой-то подчиненности. Никто никому не подчиняется, никто никому не отчитывается, и все это на каких-то, ну, исключительно там доверительных отношениях. То есть если там нужно, ты как-то помогаешь, но это не значит, что это какая-то там обязанность обращаться к тебе, либо там получать какие-то советы. И, в общем, та же ситуация там с Харрисовой, ну, в принципе, это вот из этой самой оперы. У нее была своя ситуация, хотя она прекрасно понимала, что можно обратиться и как-то эту ситуацию, условно, там, грубо говоря, разруливать, но она делала так, как она делала, и в конечном итоге это пришло к тому, к чему пришло. Вось з гэтай нагоды пытанне ад Бішал. Пытанне спадару Жыгару: ці праводзяцца расследаванні ўнутры структур Дымсіл? Ну, опять-таки, вот это нет. То есть, еще раз, мы занимаемся, вообще, по сути, мы такие, ну, там, эксперты по безопасности, аналитики, мы боремся с режимом Лукашенко. Здесь мы применяем все наши знания, все наши умения, все способы для того, чтобы получать изнутри Беларуси информацию, анализировать ее и давать ей какой-то ход. Либо самим что-то показывать, либо передавать журналистам, ну, либо, как чаще всего и бывает, это работать с нашими партнерами, объясняя им просто там, не знаю, на очень простом языке, как устроена Беларусь, и что нужно там поочередно, переставляя левую и правую ногу, двигаться в таком-то направлении. Для того, чтобы осуществлять деятельность, скажем так, оперативную деятельность по отношению, какие-то проводить расследования внутри демократических сил, мы не можем. У нас, во-первых, это и не наш профиль, в принципе, ну и в целом мы действовать так не можем. Только лишь если есть заинтересованность от каких-то структур, мы можем оказывать какую-то помощь, потому что, ну, а как это сделать? То бок мы вяртаемся ізноўку да того ж самага, што калі вы лічыце, што ўнутры Дымсіл адбываюцца нейкія злачынствы і у вас ёсць гэтаму доказы, пачынаючы ад таго, што хтосьці там працуе на нейкія спецслужбы і працягваючы тым, што хтосьці там крадзе мільёны, якія выдаткоўваюцца на дзейнасць беларускага грамадства, а кладзе іх сабе ў кішэню, калі ласка, ёсць паліцыя, ёсць АБВ у Польшчы, ёсць адмысловыя службы у Литве, у Грузии. Слушайте, это шельмование, которое идет уже на протяжении там, ну, уже практически 6 лет, о том, что все агенты вокруг, ты, все агенты, все крадут. Мы тоже, безусловно, у нас есть коллеги, которые, ну, собирают такого рода специфический материал, и этот материал передается всем нашим представителям, что публичным, что не публичным, то есть всем работникам, они все это, со всем этим ознакомливаются. И там 99% всей этой информации, ну, ты понимаешь, ты уже просто там с первых предложений, ты понимаешь, что это просто натянуть сову на глобус. От рассказов того, что там все же начиналось, если помните, там, того, что там Тихановская выдает деньги, что у нее там какой-то сейф, она там просто там заходишь к ней, она там тебе эти пачки кидает, потом оказывается, что это они все распределяют, то есть ты какие-то там сотни миллионов, и ты просто знаешь, как это все на самом деле работает. И когда ты видишь вот эти опусы, которые там пишут, и ты понимаешь, ну, человек абсолютно не разбирается в том, о чем он пишет. На самом деле ты прекрасно знаешь, как это, в общем-то, работает. Поэтому там сильно придавать этому значению смысла нет.
Ну і вожык патрыёт, дзе ж тут без яго ўсё ж таки, калі ён з'явіўся ў каментарах. Вось зараз рэгулярна вылічваюць новых агентаў рэжыма. А ці была магчымасць адсачыць, што цяпер адбываецца на рэжымным прадпрыемстве Ларыскор? Яны перабудаваліся ці што там адбываецца? Да. На самом деле, я думаю, что будет у нас материал по этой теме. Там произошли интересные изменения. Мы сейчас сами в них разбираемся. Потому что там действительно они как-то переформатировали себя, но так, как, в общем-то, с таким мы не сталкивались. Поэтому я думаю, что в ближайшее время работа будет по этому материалу закончена, и мы расскажем об этом более подробно. Тата піша: ці ведае гаспадар Жыга, што зараз робіцца ў сілавых структурах на зямлі? Ці ёсць агітацыя сярод іх ісці на вайну? Ці ёсць недахоп працоўных у структурах? Некомплекты это всегда было, есть и будет. Это даже в самые-самые такие спокойные времена всегда были огромные некомплекты. И ничего с ними сделать невозможно. То есть как-то закрыть, перекрыть это просто нереально. И ситуация сейчас, в принципе, она немножечко была лучше одно время, то есть там больше, скажем так, комплектацию провели, но потом это, в принципе, опустилось на такой средний показатель, когда, в общем, они действуют. Я уже много раз говорил, как это делается. То есть, например, у тебя на зоне оперативного обслуживания должно быть, например, 10 участковых, из них есть, то есть должно быть, есть 10 то есть позиций. А всего есть 5 участковых. То есть, представляете, 50% некомплект. Естественно, отдел кадров регулярно докладывает о том, что мы ищем, ничего найти не можем. Но подходит какой-нибудь отчетный период, там какой-нибудь годичный селектор, что делают? Они просто срезают, убирают вообще там 3 должности, остается, получается, 2 сотрудника некомплект, и они докладывают, что проведенная работа привела к тому, что у нас теперь 2 сотрудника некомплект. А то, что по-настоящему должно работать 10, а работает 5, это мало кого вообще-то беспокоит. Вот. Ну што ж, давайте мы перайдзем да іншай тэмы, а перад гэтым я нагадаю, што і тут ужо ў прынцыпе пайшла заруба. Пытанні ідуць цікавыя, калі ласка, аўтар лепшых пытанняў па выніку сённяшняга эфірнага дня, а не толькі гэтага стрыма з Уладзімірам, атрымае вось гэтую кнігу Евгена Анашкіна «Норадреналін. Поўдзень», такі антыутопія і дэтэктыў псіхалагічны з аўтографам аўтара. Выдавецтва Гутенберг нам прадставіла такую кнігу, каб все ж таки беларускіх аўтараў піярыць сярод наших слухачоў. Я добавлю на секундочку, там был еще вопрос про идет ли агитация. Так. Нет, агитации нет. Гэта ўжо таксама радуе. Тым не менш, хоць агітацыі і няма, але беларуская эканоміка, беларуская вытворчасць вельмі уцягнутая ў працу на расійскія ВПК. Мы зараз пра гэта паговорым, але перш, каго зацікавіла вось гэта расследаванне Белпол пра лукашэнкаўскіх шпіёнаў у дыпламатычных прадстаўніцтвах за мяжой, калі ласка, заходзьце на YouTube канал Белпола. Там ёсць абедзве часткі гэтага расследавання. Слухайце, глядзіце, рабіце свае высновы. А можа, што-нибудь падкажаце, нейкую інфармацыю цікавую. Белпол адкрыты да такой супрацы. Беларусь як зборачны цэх расійскай вайны. Яшчэ адно расследаванне, якое выдаў днямі Белпол, і вы кажаце пра тое, што да вас патрапіў праект пэўны Мінэканомікі, які сведчыць пра тое, наколькі глыбока заграз рэжым і ўвогуле прадпрыемствы у эту вайсковую інтэграцыю з Россией. Наколькі глыбока? Здесь даже самое важное — это вот этот изначальный импульс. То есть это не Москва приходит к Минску и говорит: слушайте, давайте как-то попробуем, то есть интегрировать ваши предприятия или там ваши какие-то отрасли в производство вооружения, самолетов, все прочее. А наоборот, это Минск собирает, то есть что мы можем, что нас интересует, на что у нас сейчас есть, например, мощности. И когда мы это все соберем, мы это все оформляем в единый документ,
отправляем в Россию и начинают там уже по местам, то есть работать, то есть связывать, да, то есть тех, кто производит, с тем, кто, ну, в общем-то, является бенефициаром производимого. И здесь мы показываем, что огромное количество направлений, в общем-то, готовы задействовать дополнительно к тому, что делается сейчас. И во многом это, да, безусловно, это, в общем-то, одни, там, 50% возьмем, там, может, 60%. Это предприятия, которые, в общем-то, и так на слуху, и часто о них говорят, ну, именно с точки зрения выполнения государственного оборонного заказа. Но есть там и другие предприятия, но когда мы говорим, например, про условный интеграл, то это не значит, что мы говорим только лишь о головном предприятии. Это все компании, которые входят в холдинг, они фактически задействуются в выполнении такого рода заказов. Буквально на днях мы общались с нашими украинскими партнерами, и там между обсуждениями было... Нам объяснили, например, какие детали, что в Орешнике, именно исходя из белорусских предприятий. Нам называли там различные предприятия, которые, в общем-то, были не на слуху и не были вот именно так, не рассматривались в контексте войны в Украине. Понятно, мы видели по другим направлениям, скажем, их какую-то работу, но это была такая не системная, но все же работа. А здесь мы увидели, что те же самые предприятия «Интеграл», которые входят в холдинг «Интеграл», они задействованы были, например, в производстве компонентов к Орешнику. И здесь будет примерно то же самое, когда говорят, там, например, про модернизацию там, буков там, или производство каких-то комплектующих, либо там самолетов, либо модернизация самолетов российских, то это целая вереница предприятий, которая будет этим заниматься. Хорошо ли это? Это очень плохо. Но это показывает, в принципе, то, как рассматривает режим Лукашенко вообще ситуацию в будущем. Для него идеальная ситуация — это когда эта война будет продолжаться, он сможет на этом зарабатывать. А для него ситуация не идеальная, и он этого бы дико не хотел, если Беларусь вновь активирует в плане какой-то агрессии против Украины, либо против стран НАТО. Потому что он тогда прекрасно понимает, что он первым попадет под удар, и ничего его не спасет, потому что у него там особо возможностей для спасения-то нету. И он видит, например, эффективность тех средств, которыми он обладает. Ну, еще, конечно, понятно, их намного меньше, чем у той же самой России. И поэтому они рассматривают то, как работать на перспективу. Это все больше и больше втягивания. И это в очередной раз показатель того, что опять-таки, не Москва просит, а Минск предлагает, что сперва идет работа с Россией, потом появляются доказательства, и только потом, например, вводятся санкционные ограничения. То есть санкции не толкают Беларусь в лапы России. Это скорее даже наоборот, создание условий, при которых белорусские предприятия будут не очень интересны для Москвы. То бок, умоўна кажучы, я яшчэ раз звярну да гэтай тэмы. Мы раней разважалі, што было быў пастаўлены там Лукашенко, рэжым, там прадпрыемствы, у такія умовы, што вы павінны супрацоўнічаць з Расіяй, бо можа быць за санкцыі, іншых варыянтаў у вас няма, з-за таго, што вам паставілі такія умовы, і вы тады, хочучы не хочучы, пачынаеце гэта рабіць. Наадварот, сядаюць, умоўна кажучы, там канструктарскія аддзелкі, кіраўніцтва прадпрыемства і думае, што б мы тут могли зрабіць для расійскага войска. Можа быть, будем рабіць не там какие-нибудь дзіцячыя цацки, а ракеты для бука. Примерно это так, что они садятся и думают, что мы можем, на чем мы можем сейчас заработать. Значит, мы не можем, потому что из тех материалов, которые мы публиковали за последние 2 года, было отчетливо видно, что обычная гражданская, то есть какая-то продукция, она проигрывает конкуренцию китайцам
на российском рынке и даже поднявшемуся российскому бизнесу, она проигрывает конкуренцию. То есть никто не разбирает там условно Мкадоры либо Атланты в России. Люди все равно покупают, пускай там через в обход санкций привезенные LG, там, Samsung или Bosch, они все равно, пускай дороже, но они все равно купят. Либо они купят какой-нибудь китайский аналог Атланта, который будет выглядеть красивее, ну, а по качеству, в принципе, он, наверное, уже и не будет уступать, потому что там тоже есть такие показатели, как качество. Когда мы видели в документах, и они сами описывают о том, что, ну, в принципе, продукция китайская, в общем-то, по качеству не уступает, а по цене, безусловно, китайская продукция дешевле. Поэтому им ничего не остается. Они понимают, что Россия их не ждет, Россия не забирает ничего. Они начинают думать, как бы нам переориентироваться, потому что это сразу же деньги, которые поступают из России, это заказы, это, в общем-то, даже возможное повышение зарплат на тех или иных предприятиях. Ну и в целом это очень сильно, скажем так, одобряется со стороны самой системы. И да, это много предприятий, мы уже там, не знаю, там много-много раз говорили про более 500 предприятий. Сейчас готовится дополнительный список, который мы, я думаю, тоже опубликуем. Ну, как я уже говорил, что мы публикуем списки предприятий только тех, которые мы уже отработали на 100%, информация о которых уже передана. Там сейчас, в принципе, дорабатывается список, и даже уже с того списка будут некоторые предприятия, которые попали в санкционные ограничения. В этом списке не будет, кстати, компаний, которые попали, как мы говорили, пару месяцев, наверное, назад о зерне. И вот мы не так давно, буквально неделю назад, увидели все зерновые эти компании, которые возят зерно с оккупированных территорий Украины в Беларусь. Все они попали под санкции Украины. І тут тады ўзнікае пытанне, вы сказалі, рэжым зацікаўлены тым, каб вайна працягвалася. Ну не ён жа ж вырашае гэтае пытанне, ці нават не ўплывае наўрад ці на гэтае пытанне. Ну, безусловно, но он подстраивается под то, что происходит. То есть, когда нету Киева за 3 дня, необходимо делать так, чтобы тут у тебя не было голодных бунтов. И ты начинаешь выходить на Россию, начинаешь предлагать, и, в принципе, тебя такая ситуация сейчас устраивает, потому что, условно, закончись война. И что делать дальше? Россия перестанет, например, условно представим, что Россия прекращает быть такой заинтересованной в поставках вооружения из Беларуси. Твои предприятия, возведенные в том числе с нуля, просто которые невозможно переориентировать на производство, не знаю, там, назад швейных машинок, чтобы они теперь швейные машинки делали бы, там, условно, какие-нибудь там двигатели для, там, не знаю, там, для стиральных машин, например. Что тебе делать в таком случае? Ведь мы же еще понимаем, что если война закончится, то будут определенные мирные договоренности, которые, нет, но вначале будут стараться соблюдать. Лукашенко тогда что делать? Продавать Мьянме автоматы, там, скажем так, там и нет таких денег, которые он хотел бы увидеть. Для того, чтобы поддерживать экономику, этих денег критически мало. А никто с себя санкции, в общем-то, снимать не будет. Продукция гражданская в России не нужна, потому что есть какие-то европейские бренды, как я уже сказал, привезенные, пускай там в обход санкций, и есть китайские. Что тебе тогда делать? Поэтому он сейчас прекрасно понимает, что для него лучше, чтобы война продолжалась. Но она не перекидывалась непосредственно, то есть не затрагивала его, чтобы его ставили перед каким-то выбором. То есть там условно либо там территорию предоставляешь, либо вооруженные силы предоставляешь. Вот этого ему не надо. Тут-то ён можа, конечно, хацець не хацець, ад яго не залежыць, і калі вайна хаця бы будзе нейкае перамір'е, спыняцца ваенныя дзеянні, патрэба такая у зброі, у тым, што робяць для ВПК расійска-беларускія прадпрыемствы, знікне, ці зменшыцца значна, узнікае пытанне і тое, пра што гавораць, як вы кажаце, сябры кааператыва Родзіна, што трэба здымаць санкцыі, каб гэтыя прадпрыемствы маглі нармальна працаваць на той же самыя іншыя заходнія рынкі, вяртаць іх, выцягваць іх з гэтай залежнасці ад расійскага ВПК. І плюс, конечно ж, пытанне палітвязню.
Так, с чего начнем? Ну са зняцця санкцый, что гэта на карысць будзе ўвогуле беларускаму грамадству і вытворчасці. Смотрите, а кто сказал, что будут санкции снимать, например, с той же самой России? Проблема исчезла? Виновные за совершенное преступление наказаны? Или как? Нет, ничего это не будет. Вообще какая-то такая мулька, которая запущена, да, вот этими людьми, о том, что вот война закончится, смотрите, с Путина санкции снимут, а с Лукашенко не снимут, а ему уж вот придется, то есть вот еще более тесно взаимодействовать с Путиным. А кто вам сказал, что будет именно так? В общем-то, ни Европейский Союз, ни даже Америка, в общем-то, сейчас не говорят о снятии санкций. Поэтому ничего здесь и меняться не будет. Санкции — это в том числе мера ответственности государства за совершенное преступление. Потому что не только система Лукашенко имеет отношение к этому. То есть не Лукашенко, его там ближайшее окружение виновны во всем этом. Поэтому, извините, я не думаю, что ситуация будет как-то, если говорят по санкциям, меняться. Вы думаете, что условный завод крепостных изделий, с него ты снимешь санкции, и что он будет продавать реактивные снаряды в Европу, что ли? Так там калибры даже другие. То есть, никак. И, повторюсь, это мера ответственности. Если говорить про политических заключенных, то мы видим, как одних освобождают, других сажают. Пока существует такая система, люди все равно будут находиться в тюрьме. И если посадок будет меньше, то это не значит, что там, условно, режим что-то понял, да, там, осознал свою неправоту. Это значит, что у него заканчиваются возможности сажать людей. То есть нет достаточной информации хоть за что-то зацепиться. Но сами по себе репрессии, это же ведь политическое заключение, это одно. Есть в принципе репрессии, которые происходят в стране, они же никуда не делись. И они только постоянно демонстрируются все больше и больше и больше. И был какой-то там лагерь, там что, Радуга или что. Всех задержали, людей заочно судят, возбуждают уголовные дела против людей, которых режим выкинул со страны, арестовывают их имущество. Где это вы видите, чтобы хотя бы намек в сторону либерализации было прекращение репрессий? Такого нет. Поэтому надо заниматься этой подменой понятий. Зараз нема на гэты момант, але, як вот кажуць, зараз все ж таки Колу сказал, что будзе вызвалена вялікая група палітвязняў, мэта вызваліць усіх палітвязняў. Вот, стой, подождите. А главная идея — освободить всех политических заключенных. А сколько у нас их? Ёсць афіцыйныя лічбы вясны. Сколько у нас политических заключенных? Больше за 800. А мы понимаем, что есть еще люди, которых там нет вообще в списках. То есть невозможно в системе Лукашенко освободить всех, потому что даже если ты освободишь вот просто действительно всех сегодня, это не значит, что завтра не появится новый, потому что существует такая система. Главный и надеяться на то, что Лукашенко развернется в сторону, там, скажем, как там говорил Кол, сесть за стол с хорошими там штопорнями, да, там. Вернуть в семью народов Беларусь. Вот он. Беларусь, пожалуйста, Лукашенко тут при чем? Его вы не вернете, вы его не развернете. Он все это прекрасно знает и все это прекрасно понимает. И пускай Америка работает по этому направлению, пожалуйста, здесь, я думаю, нет тех, кто говорит, что этого делать не надо. Но та же самая Европа находится на той позиции, на которой она находится, и тоже понятно почему. Потому что сейчас такая Беларусь, именно с такой системой, с таким Лукашенко, она представляет угрозу для Европейского Союза и стран НАТО. Не для Америки. Не граничит Беларусь с Америкой. Але размова-то ідзе про тое, что ладно, вот зараз афіцыйна прызнаных палізняволенымі вызваляць, скажа Трамп, вот гэтую мэту я дасягнуў, місію выканаў, зараз пайшлі далей і паставіцца пытанне про дэкрыміналізацыю, про тое, каб спыняліся рэпрэсіі. А зачем это делать с Лукашенко? Я вот всегда задаю вопрос, когда слышу такие заявления, и у меня вопрос, чтобы что?
Ну, вот зачем это Лукашенко? Вы можете объяснить? Чтобы, ну, понятно, можно ответить, как говорит Колесненко, но он же мудрый там, типа, политик и все прочее. Но как вы это все представляете или видите в контексте того, что сам режим не демонстрирует готовности к изменениям? Второе. Идет война, в котором Беларусь активно участвует. Какие развороты, какая декриминализация? И главный вопрос, и он это сделает, например, в ситуации вот той, в которой он находится, чтобы что? Чтобы опять создать какой-то фундамент, пускай минимальный, пускай очень такой слабенький, чтобы опять повторился 2020 год? Зачем? Он, да, условно с него могут снять часть санкций, которые там не имеют, например, прямого отношения к войне. Но, как показала практика, это не прямо сильно ослабляет удавку на шее Лукашенко. Здесь нужна Европа, европейские санкции. А получается так, что Европа абсолютно не хочет этого, потому что она понимает ту угрозу, которая исходит от Беларуси. Поэтому у меня вопрос, как при всем вот этом может произойти следующее. Понятно, с точки зрения там, администрации президента США, ну, такие, да, повороты могут быть, но там и с Ираном у них уже сколько раз было перемирие, у них там все хорошо, а потом опять не очень, а потом опять вроде как хорошо, а по факту что мы имеем? Ничего. Поэтому здесь можно говорить все, что угодно и называть это как угодно, только от этого оно едва ли станет действительно что-то произойдет другое, и ситуация в Беларуси начнет меняться. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, таму, можа быць, падзеліцеся бліжэйшымі планамі. Ці якое расследаванне чакаць, ці поездки? Честно говоря, по расследованиям даже я так что-то не могу вспомнить, что там коллеги что-то над этим работают. Мы сейчас вот все вот эти там 3 месяца, можно сказать, лето, мы занимались тем, что работали по одному очень большому, такому фундаментальному, можно сказать, аналитическому докладу. Сейчас уже он находится на финальной стадии. И я думаю, что в ближайшее время мы объявим о том, как, где и о чем он, где он будет представлен и о чем он будет. Ну а дальше, безусловно, огромное количество визитов, которые уже также прорабатываются. Поэтому осень, зиму в разъездах для того, чтобы все наши партнеры прекрасно понимали, что происходит внутри Беларуси, какие шаги необходимо делать для того, чтобы ситуация изменилась. И самое главное, все то, что, о чем мы говорим, как я уже также неоднократно говорил, все базируется на документах с печатями, подписями уровня министерства, правительства, поэтому экспертность и, ну, скажем так, серьезность этих материалов, ну, говорит сама за себя. Ну что ж, я спадзяюся, что наступный раз, калі мы сустрэнемся с Владимиром... Наверное, еще... Ну, может, что-то уже смогу больше сказать, но... Но будем чакаць. Як спадар Владимир лічыць, ці ёсць у беларусаў шанец вярнуць незалежнасць Беларусі альбо ўсім суседнім краінам пляваць на тое, што ў Беларусі і далей застаецца злачынны рэжым і краіна акупаваная? Так вот в том-то и дело, что странам-то, на соседям Беларуси, им не плевать. И то, что как поддерживают белорусов, это, в общем-то, показывает. Потому что так получается, что пока Беларусь не будет нормальной страной, она будет угрожать всем соседям. Поэтому все заинтересованы, чтобы ситуация действительно в Беларуси изменилась. То есть мы не спасаем Лукашенко, мы спасаем Беларусь. И это очень большая разница. Дякую вялікім. На сёння мы развітваемся. Я нагадаю, что з нами быў прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владимир Жыгар. Подписывайтесь на YouTube канал Белпола и социальные сетки инициативы, ну и безумоўна на YouTube канал Еврорада. Дякую вялікі. Жыве Беларусь. Жыве вечна.